Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с людьми, которых интересно слушать, которые в них разбираются. Сегодня необычно у нас Prime, и он не в прямом эфире. Я записываю его днем этого дня. Так что если что-то изменится в событиях, заинтригует, то это не наша вина. Мы событиями не управляем, мы просто за ними наблюдаем, участвуем в них. А интригу я прекращаю, потому что говорить мы будем про Грузию, про Саакартвело, как я называю теперь эту страну. И у нас в гостях люди, которые не просто знают эту страну, а люди, которые причастны к ее судьбе. Это Нона Момолашвили, депутат парламента Грузии. Я правильно все говорю? Потому что у нас народные депутаты называются, например. Нет, у У нас нас депутат депутат парламента, парламента да. Грузии, да, Нона Мамлашвили, член парламента Грузии, секретарь по международным отношениям. Да. И ее брат, который значительно больше известен украинцам, который живет в Украине и воюет, воевал за Украину, это Мамука Мамлашвили, командир грузинского легиона. Приветствую. А слушайте, а как, в каком статусе сейчас легион находится? Ну, Легион, в принципе, после того, как его пытались дискредитировать, мы просто расконцентрировались по разным бригадам, можно сказать так. Как одно соединение, принадлежащее какой-то конкретной бригаде, такого нету, к сожалению. Вот. И можно сказать, что наши ребята служат на контракте. Мгм. То есть легион закончил свое существование как легион в какой-то Он момент, да? закончил существование как единое, скажем так, подразделение в каком-то конкретном батальоне или бригаде. Мгм. И просто произошла деконцентрация. Но все равно вы все в Украине. Да, да, И конечно. ничего для вас, в принципе, не В изменилось. принципе, изменений особых мы не почувствовали. Просто команда, собранная вместе, она была намного эффективней, конечно же, но кого-то это не устраивало. Значит, я вспоминаю, кого-то тоже не устраивала официальная регистрация Крымско-татарского батальона, и чтобы он стал частью вооруженных сил Украины, или же Нацгвардии. Нам много это обещали, говорили на уровне министра и Мустафы Я Джемилева, помню. и в итоге ничего. Также вот с вами также, ну мы-то вообще коренной народ Украины, но вы люди, которые воевали за Украину с самого начала. Мы обсуждали эту тематику с вашим телевидением еще в 2015 году. Как раз вот эта тематика была, нужен ли крымский батальон Украине и так далее. Конечно же, был нужен, и его надо было создать при начале войны. Да, потому что мотивация это едва ли не главное вообще в войне, да, у нас мотивация сильная. А ваша мотивация, как я понимаю, была, как это была помочь стране, которая в свое время оказалась на стороне Грузии. Можно и так сказать. В принципе, Украина как помогала в боевых действиях в 90-х годах, так и спасла очень большое число мирных граждан, которые практически были на грани уничтожения. Вот. И украинские моряки в основном вывезли вот это мирное население из Грузии. Как вообще давно все это уже было, и как нас эта война... На самом деле это одна война, у меня вообще никаких сомнений нет. Я бы даже сказал, что это начало еще с Чеченской войны. И это все одна большая война, которая идет на всем фронтам, военным способом, не военным. Вот сейчас то, что в Грузии происходит, очень похоже на реванш тех сил, от которых мы бежим, и с которыми боролись все это безусловно. время. Но я не берусь судить, потому что действительно мы в своих событиях, но мы так тут погрязли. Хорошо это, плохо, я не знаю. В принципе, нормально, когда народ на себе сосредоточен на своей стране. Но в условиях, когда вот происходят такие события, связанные с общим врагом, мне кажется, что это Да. не очень правильно. Да? Это не только не очень правильно, понимаете, единственный вариант выиграть против империи – это бороться объединенными силами, потому что если мы вот так индивидуально будем проводить свою политику и как-то не собираться в одну команду, в одну группу, то я думаю, что нам очень тяжело будет, потому что надо понять, что мы воюем с очень злой и тяжеловесной империей, которая нас прекрасно знает, и она знает, где надо разделить, где надо властвовать, и она прекрасно этой тактикой управляет в наших странах. То, что сейчас происходит в Грузии, фактически это то, против чего мы боролись последние 100 лет. Но Россия не хочет уходить, она не хочет признавать наш суверенитет. Она, опять же, считает нас какой-то губернией и делает все для того, чтобы суверенитет наших стран подорвать максимально. И делает это уже руками самих грузин.
грузин в нашем случае, понимаете? Потому что у нас произошло? В 2012-м пришла новая власть. Надо было наказать Грузию. Нас наказали в 2008-м, когда Грузия показала, что она может вырваться из постсоветского пространства. И Саакашвили на самом деле сделал невероятные реформы. Страна, которая погрязла в грязи, она была коррупционной, у нас не было никаких институтов, у нас не было элементарного, то, что нормально в 21 веке, да? И Саакашвили вернул страну и сделал страну одной из самых популярных, одной из самых интересных на постсоветском пространстве. Да? Потом показал, все ездили можно... как на экскурсию, но всем показывали эти. У нас сейчас открывают вот эти ЦНАП, это Центр для административных послуг, да? Эти дома юстиции у вас уже были там в каждом райцентре. Я же все это помню, 11-й год. И вот, естественно, у нас уже показали, экономические цифры росли в два раза. И, естественно, России это было очень больно смотреть, потому что она должна была показать, что на постсоветском пространстве только диктатура, только авторитаризм и должен действовать. Нас надо было наказать. Вот это была война 2008 года. Что произошло после этого? Они поняли, что Саакашвили они не смогут никак договориться. И надо будет как-нибудь альтернативную силу искать. Искать альтернативную силу, которую они уже давно готовили. Был один вариант с предыдущим олигархом, который, к сожалению, не выдержал, и он умер во время этой политической своей деятельности от разрыва сердца. И второй вариант у них был Иванишвили, над которым они очень долго работали. Они, можно сказать, что десантировали его в Грузию? Естественно. Я, конечно, забыл зрителям сказать, но простите, пожалуйста, что Нонна Мамалашвили, конечно же, она депутат от партии «Национальное единство», от партии Саакашвили, я правильно сказал? Единое национальное движение, простите, ради бога. Ну, Вот да, тоже показывает, насколько у нас тема Грузии вообще ушла в никуда, и вот сейчас мы ее так быстро наверстываем, хотим понимать, это не только в Украине, она глобально, у нас глобально тоже, такая политика, потому что правительство Грузии сделало все, чтобы Грузию убрать со всех международных форматов, чтобы о нас никто не вспоминал. Так затаиться, знаете, как ребеночек спрятался, глаза закрыл, и типа я спрятался, меня никто не тронет. Когда они пришли, они объявили, что они будут проводить политику нераздражения России. Вы это было официально сделано? Это было официально сделано. Представляете, страна, которая агрессор, страна, которая оккупирует 20% наших территорий, страна, которая и сейчас ведет войну, гибридную. Им не нужны сейчас танки и бомбы, потому что они контролируют фактически все. Все стратегические объекты, контролируют само правительство. Каждый день у нас территории по несколько гектаров российская армия, она как-то переносит вот этот столбы таскают, да? Да, ползущая оккупация, так называемая. Они просто передвигают вот эту условную границу, которую они сами же создали. И ежедневно, скажем так, они просто оккупируют по несколько домов. И правительство, в принципе, даже нет никакой риторики по этому поводу. Молчит. И на международных форматах сегодня упоминается Украина, Грузии уже нету. Во время Саакашвили мы были Грузия, Украина, Молдова очень часто упоминались, и это все приносило свой Грузия результат. первой тогда упоминалась, потому что был период, когда в Украине был такой, наоборот, вот как раз реванш януковичский, да, и про Украину вот как бы было неудобно вспоминать, потому что после оранжевой революции такой провал, регионалы, там, пророссийские и так далее. А в тот момент, наоборот, у вас было как бы движение вперед, а сейчас вы в стадии вот такой. Да. Теперь мы в такой стадии, к сожалению, если до какого-то момента грузинское правительство все еще держало фасад того, что они хотят стать частью прозападной цивилизации, идти в евроатлантические структуры, то сегодня они уже открыто ругают наших партнеров в Евросоюзе. Вот вчера приблизительно премьер-министр наш говорил, что мало его интересует, что рассказывает, что говорят европарламентарии. Пусть они занимаются своими странами, что они лезут в Грузию. Мы знаем такую страну с суверенной демократией, и у нас повторяется то же самое. Но в то же время они никогда не упоминают Россию. Никто из грузинских политиков открыто не говорит, что Россия оккупант. Я сижу в парламенте и очень часто спрашиваю, у меня вопрос, Россия оккупант или не оккупант? И все сразу переносят разговор на какую-то другую тему, Давайте что надо думать. Да. Давайте о погоде. Что-то приблизительно такое. Был один такой момент, я не знаю, вы видели или нет. Я была в парламенте, приходит министр, я не помню какой-то, он рассказывает, как все прекрасно, как все хорошо, какой у нас экономический рост, какие у нас права человека, все
на высоком уровне. И с другой стороны, знаете, на этом фланге сидит оппозиция, с правой стороны сидит правящая партия. И когда он заканчивает вот эту свою речь, все встают и начинают хлопать. У меня было такое впечатление, что там восстал Брежнев, и вот у нас сидит коммунистическая партия, которая хлопает каждой ерунде, которую произносит министр. Я и включила гимн Советского Союза. Говорю, ну вам подойдет. Там была полная истерика. Как вы посмели, в парламенте, где Звят Гамсахурди объявил независимость Грузии, в парламенте, где Звят Гамсахурди объявил независимость Грузии, на стуле председателя совсем недавно, год назад приблизительно, сидел Гаврилов, который обратился к народу Грузии на русском языке. Это коммунист, член КПРФ Это и депутат, православный коммунист, депутат вот этой Государственной Думы. Вот. Да. Угу. И вот эти люди мне говорят, что неприемлемо им слушать гимн Советского Союза. Понимаете, у нас, я даже не знаю, если это назвать хаосом, потому что создалась такая ситуация, что грузинское правительство рассказывало до поры до времени Евросоюзу и Америке, что они стратегические партнеры, но проводило абсолютно другую политику в самой стране. У нас зависимость от России сегодня, экономическая зависимость, импорт от России на 90%. Это зеркально от того, что было при Саакашвили, по-моему, да? Абсолютно. При нем же максимально... Абсолютно. У нас было до 20%, и то под вопросом, импорт из России. Сегодня у нас 90%. Вы знаете, как Россия управляет экономическими рычагами? Это первое. Опять же, энергоресурсы. Если у нас раньше была диверсификация, и мы нашли альтернативных поставщиков, Иран, Азербайджан и так далее, опять сейчас все вернулось под крыло России. Туризм, который один из самых больших секторов индустрии в Грузии. Туризм, опять же, в большинстве зависит от российских туристов. Знаете, вот, к сожалению, честно вам скажу, не хочется ехать в Грузию. Потому что люди, которые приезжали, я люблю Грузию. Я был там, и в Батуми был, и вообще нравится, да. И там мой друг Лесь Подревянский, там, литератор, художник украинский, он просто боготворен, ну, всю Грузию знает. Столько рассказывает, я хочу поехать. А потом говорят люди, которые оттуда приехали, в отеле не могли спать. Почему? Потому что мат, перемат, русские песни. Ну да. Вот это, то есть, это, вот я себе... Мы вот ругаем себя за всякую зраду, да, вот, Мамука, ты же тут постоянно находишься, да, тот приехал артист хотя бы, а к вам приезжают уже делегации Познера, всех этих пропагандистов, но завтра только, я не знаю, генералы приедут с семьями отдыхать уже и купят себе квартиру, наконец, в Батуми, которые бомбили это Грузию. под вопросом, я думаю, что это уже сделано. Вот. И когда у нас вот такая историческая ситуация, когда у нас такая критическая ситуация на самом деле, естественно, Саакашвили это все прекрасно понимал. Да? Он ведь очень опытный политик, он прекрасно понимает, что здесь происходит. До того, пока Миша решил приехать в Грузию, у нас были поездки и в Евросоюз, и в Соединенные Штаты Америки, где мы разговаривали с европарламентариями, с сенаторами, с конгрессменами. Естественно, все понимают, что сейчас происходит в Грузии. Естественно, но, опять же, боятся того, что сам приезд Саакашвили мог бы вызвать дестабилизацию. Ну, Миша им объяснил, что он не собирается туда приехать, чтобы вызывать дестабилизацию. Он сказал, я не хочу умирать вне своей страны. Я понимаю, что у нас сейчас очень критическая ситуация. Это или сейчас обернется, или мы возвращаемся опять же на тот заколдованный круг, что значит, мы становимся одной из губерний России стиля Чечни-Кадырова. Ну, вот вопрос, который у меня возник, и у всех возникает. А не упустил ли момент он, или не сделал ли он фальстарт, наоборот, раньше, чем нужно приехать? Вообще всегда говорили, что даже называли вот таким неприятным словом, как политическое животное, Саакашвили, потому что все-таки для меня политическое животное — это немножко другое. Все-таки это человек, ну, с определенными принципами, по крайней мере, что касается Грузии, это точно знаю. Да? Вот, насколько его приезд сейчас действительно сработает на усиление оппозиции. Я не говорю, я не лезу в внутренние дела Грузии, я не говорю, что вы там должны завтра победить. Но, по крайней мере, противовесы должны быть вот этой политике, это точно, да. Насколько выбран момент правильный? Что сейчас ожидает Грузия? Вот буквально сегодня, завтра, через неделю, что там может быть? Сегодня очень тяжело делать какой-нибудь прогноз, потому что у нас полная непредсказуемость. То, что Россия, она сейчас максимально мобилизует все ресурсы для того, чтобы не упустить момент и не отдать власть оппозиции, мы видим все факты. Мы видели это и в прошлом году, когда подтасовали полностью результат выборов. В прошлом году оппозиция выиграла. Но оказалось так, что все ветви власти в руках у олигарха. Все ветви абсолютно.
включая комиссию по выборам. Тогда, когда они использовали полностью административный ресурс, воров в законе, запугивание, коррупцию, ну, все, что можно. И даже с этим они не смогли получить желаемого результата. Что они сделали? Глава комиссии выборного комитета, они просто закрылись и переписали все бюллетени. Это прямо Россия натурально. Переписали все бюллетени. Выступала оппозиция, мы старались доказать, что там из 3000 этих участков 1700 с чем-то, там не сходился баланс. А у нас суд тоже управляемый, естественно, олигархом, никто ничего не принял. В прошлом году был ковид, ну и сейчас, но в прошлом году не допустили наблюдателей на выборы. Из Украины приехал целый самолет наблюдателей, и их вернули обратно. Их не запустили на территорию Грузии. А в связи с чем? Ковид. А в связи с чем, Мамука, ты не ездишь в Грузию, и твои ребята из тех, кто в принципе, воевали за Украину, на воюют? фоне политической оккупации сейчас мне опасно туда ездить. И при последней моей поездке меня прямо предупредили, что я персона нон-грата. Официально предоставить у меня не могут никаких обвинений, конечно же. Но, несмотря на это, сегодня мы видим открытую оккупацию. То есть все госорганы оккупированы, и они управляемы политически. И ничего не стоит, в принципе, вот, примитивно говоря, подставить человека. Так что ситуация довольно жесткая и, скажем так, довольно прорусская уже. Вообще она, мне кажется, довольно опасная, потому что Да, мне конечно. говорили, что общество сильно парализовано, и парализовано, и Да. поляризовано, и Поляризовано. что в силах этого, вернее, среди сторонников действующей власти, ведь олигарх-то в тени, там же другие люди формально руководят, да, но все равно под его контролем находятся не только силовые структуры, но и боевики, условно, как титушки у нас, вот это Да, вот все. конечно. Безусловно, создаются и создавались организации типа нацистских организаций, парамилитарных организаций, которые действуют внутри и практически продвигают интересы олигархов. Ну, чтобы вы понимали, насколько это прорусская политика, Ионишвили, который сегодня правит грузинской политикой, он самый большой акционер «Газпрома». То есть Это человек официально, на сегодняшний официально, день. да, как индивидуальное лицо, это самый большой. Из миноритарных акционеров он самый большой. Он Один самый процент. большой акционер. То есть человек, участвующий в «Газпроме», почему-то будет строить демократию. Вообще, конечно, да. Это человек фактически, которого содержат Да. за счет российских ресурсов. Да. Путин захотел бы, там не было через секунду, через одну. И Все выкинул его бы вот состояние так. зависит от того, насколько Путин будет к нему расположен. То есть ждать от такого человека какой-то объективности, полный бред. Сегодня мы видим полную политическую оккупацию, и Саакашвили это, наверное, увидел немного раньше нас и поехал туда. Я надеюсь, его фактор сыграет роль, и он просто, мы, скажем так, как нация, сможем внести сейчас какой-то перелом, потому что сейчас речь идет о том, будет ли Грузия вообще существовать, государственность Грузии. Даже за такой степень. Да, безусловно, потому что мы сейчас управляемы. То есть у Грузии нету собственной воли, скажем так. А как к Украине относится действующая власть? Какая-то риторика про Украину есть? Ведь вот многие говорят такое, да, что вот Саакашвили, гад, поехал, он из-за себя любимого, там он такой нарцисс, эгоист такой, одиночка, он, значит, перессорит Грузию с Украиной. А мне что-то я так начал вспоминать, какие последние братские связи у нас были. Я и говорю, когда в Вот, последний и раз Грузия не на вспомню. политическом уровне дружила. Ну, я вспомнил другое. Извините, там просто были какие-то высказывания странные и в адрес Европы, и в адрес Украины, Были? по-моему, были. Были. Первое то, что года 2 у нас не было посла. Грузинского посла в Украине у нас не было. Вообще очень плохой дипломатический знак. Официальные лица Грузии не приезжали. До 2020 года у нас не было официальных визитов в Украину. Естественно, зашла риторика, что вот, это из-за Михаила Саакашвили и так далее. Ну, понятно. Чтобы не злить Россию, я думаю. Да. Вот из-за чего не из-за Саакашвили, наверное. И, я думаю, что у нас все факторы показывают, что
здесь уже даже нету вопросов к тому, что пророссийская грузинская власть или нет. Она пророссийская. У нас недавно, за последние 9 лет, кстати, во время Саакашвили выявили очень много агентов, которые производили шпионаж в пользу России и так далее, и так далее. Грузинская власть, грузинская мечта, которая пришла, правящая партия, она их выпустила, назвав их политическими заключенными. За последние 9 лет, вот так странно, вдруг исчезли все агенты с территории Грузии, которые проводят Не шпионаж было ни в пользу одного России. преследования. Да. И совсем недавно мы еще читали, что боевики из группы «Вагнер» прекрасно себя чувствуют в Грузии и живут в Тбилиси, и бизнес у них свой абсолютно такой тихий, спокойный. Поэтому, я не знаю, еще вопросы есть? То есть поубивал украинцев, сирийцев, приехал под крыло газпромовского акционера и живешь нормально. Прекрасно. Ну, если, знаете, если в страну опасно ехать таким людям, как Мамука, и хорошо таким людям, как наемники путинские, ну, вопросов как бы больше не имеет Вот. по этой теме. Ну, вы знаете, не имеет значения, сколько сейчас Россия будет стараться, опять же, оккупировать Грузию и возвращать под свое крыло. Народ Грузии против. Народ, вот кого имеете в виду? Народ тоже ведь разный. Есть такой глубинный народ, как любит говорить Путин, и есть такие, правда, люди, да, люди-холодильники, условно говоря. Смотрите, за последние 8 лет, к сожалению, из Грузии очень большая миграция пошла, люди убегают. Очень много. Где-то 500 тысяч человек, они переехали в разные страны, в Европу. Это, если взять для Украины, это миллионов 10, наверное, бы уехало. Примерно. Официально в Грузии, по статистике, у нас 3,5 миллиона человек. Отсюда 500 тысяч уехало. Представляете, что у нас сейчас? Да. Ну... И сейчас уже происходит, опять же, еще следующая волна, потому что люди видят, какая ситуация. У них фактически нихилизм. Да? Никто не думает, что Грузия из этого выберется безболезненно. Поэтому у кого есть возможность, все стараются за границу уехать. Я не знаю, на любую гастарбайтерам, на любую И вот работу. на фоне этого Михаил Саакашвили бросает свою очень комфортную жизнь в Украине, несмотря на там, политические неудачи и так далее. И вот этим путем, это действительно так, он действительно в контейнере, вот это все. Он действительно так. Да. И такой подарок, оказывается, в Тбилиси для власти вашей пророссийской. Его задержит, он не сопротивляется, оказывается в тюрьме. Это я уже рассказываю даже тем, кто не следит, хотя у нас публика политизированная, у нас, конечно, знают, что он находится в тюрьме. Тюрьма это в городе Руставе, да, находится. Это не Тбилиси, это ближе к Азербайджану, правильно? Да. Вот, то есть специально убрали из Тбилиси, понятно почему, что там ее не окружила огромная толпа людей и так далее, и так далее. Вот сегодня что с ним? Что с ним может быть сегодня, завтра, после? Знаете, 21-й день голодовки, он принимает только воду. Я думаю, что организм недолго еще выдержит. Уже потребовалось вмешание врачей. Его, скорее всего, на днях, может, перевезут уже в клинику. Но что будет дальше, мы не знаем, потому что грузинская власть отказывается предоставить ему назначить судебный процесс. Они не хотят это делать перед выборами, потому что они хотят, чтобы люди видели Саакашвили. Естественно. Они хотят, чтобы он просто сейчас тихо посидел. Да. Но он своей голодовкой тоже немножко планы им ломает, потому что время идет, выборы, второй тур выборов, 30-го. я подчеркиваю, местных выборов, но это не значит ничего, потому что они как референдум в Грузии, там здесь договоренность, но это такие уже детали, да, вот, но ситуация такая, что такое голодовки, примерно крымские татары все знают, потому что наш лидер, который, к счастью, жив и здоров сейчас, Мустафа Джемилев, он голодал рекордное количество дней. Даже в книге Гиннесса есть такая голодовка, его там 300, боюсь соврать, 340, что ли, дней, но много. И его кормили насильно через, не знаю, как это выглядело ужасно, я думаю, но это вид пытки, например. Да. И что, как вы думаете, его будут принудительно кормить, его будут пытаться вывести из страны? Какие вот варианты действий есть вот сейчас, накануне, в момент второго тура, который может там переломить ход в крупных городах каких-то, да? Что они могут, до какой степени фантазии может дойти? Не может ли она дойти до передачи Саакашвили русским, например?
Ну, я условно говорю. так. Не русским, но я думаю, что в Донбассе попросили вроде его передать. Ну, это же понятно. Ну То да. есть гибридная депортация. такая. Да. Вот какие варианты вы рассматриваете? Ну, Смотрите, есть несколько вариантов. Ну, естественно, Саакашвили на территории Грузии – это полный дискомфорт грузинской власти сейчас. это Гашило в одном месте. У одного человека. Потому что они сидят на бомбе замедленного действия. Что бы ни произошло, у них будут проблемы. Что бы ни произошло, если с Саакашвили что-нибудь случится, у них будут проблемы. Если Он выйдет, у них тоже будут у них проблемы. будут проблемы. Если его депортируют, экстрадируют, то опять же будут проблемы. Поэтому у них сейчас очень серьезная дилемма. Что с ним делать? Стараются максимально его оградить от публики. Нам, депутатам, запретили, например, заходить в тюрьму. У нас Ограниченный доступ, да. это по мандату нам положено. Я, например, уже в 20-й день, 21 день я прошу зайти в тюрьму, мне не разрешают. Коронавирус, наверное. Нет, просто глава парламента решил, что сегодня он не в настроении, он нас туда не пустит. Мгм. Ему не дают телефон. Любому заключенному позволяется 15 минут времени, чтобы он поговорил там с кем-то. Ему не дают телефон. Судебный процесс они, скорее всего, сделают закрытым, и то после выборов, чтобы Саакашвили не видело население. Периодически перед тюрьмой они ставят вот этих людей, которые ругают Саакашвили за все, что он сделал. Ну, тех же титушек, Понятно. которых используют при всем. Что сейчас делает Саакашвили? Они не знают. Они стараются сейчас это как-то все притушить, чтобы не было никаких лишних волнений предвыборно. И второй тур прошли бы мирно и спокойно, и они бы опять же украли эти вторые туры, так как они делают на протяжении предыдущих 8 лет. Но у нас электорат Саакашвили это где-то 30% сегодня населения. 30% это Это электорат вот вашей партии. нашей партии. Да. Да. И это довольно большая сила. Они надеялись, что, заглушив вот эту информационное поле, они как-то смогут перекатить эти выборы. Но оказалось, что население, оно довольно агрессивно сейчас настроено. И зная, что лидер страны находится в стране, он голодует, и он на территории Грузии, то настрой у людей уже очень агрессивный. Я думаю, что вот так вот украсть выборы, как они сделали в предыдущий раз, у них не получится. Плюс получается, что у нас сейчас наблюдатели, несмотря на то, что ОБСЕ не приезжает никогда на местные выборы, в этот раз они приехали на местные выборы. У нас было где-то 350 наблюдателей от ОБСЕ. Чтобы сравнить, например, в Россию посылают где-то 600 человек Мгм. на Ну, выборы. понятно. Значит, довольно много Ну, а вы людей... все участки контролируете? Вот как не только же ОБСЕ, у вас свои же наблюдатели должны быть. Естественно, и свои. Но нам нужны международные наблюдатели, потому что те нарушения, Понятно, что происходят, мы-то видим. Но надо, чтобы это Но оказалось... все равно 350, и вы же сказали 3000 участков. Да, Ну. это 10-я часть все равно. На самом деле уже в результатах уже рассказали наблюдатели, какие они нарушения видели. И я думаю, что Первом это довольно туре. серьезно. В первом туре какие? В первом туре, да. В первом туре административный ресурс, воры в законе, подкупы, избиения, все что угодно. Воры в законе. Я помню, что Саакашвили обнулил эту категорию населения разными способами. Вот, а сейчас возродилась эта скрепа духовная. Естественно, потому что эти люди и управляют. Грузинская мечта, у них там несколько пилоров, на что они опираются. Это суд, который, естественно, управляется олигархом. Все административные ветви, абсолютно, все три ветви власти, которые опять же управляются. И, естественно, медиа, которая управляется, опять же, Иванишвили, большая часть. И вот это странное население, которых мы называем воры в законе. Давайте поговорим по пунктам. Вот медиа. Да. Соотношение проправительственных каналов, государственных, прогосударственных и оппозиционных какое? Пропорциональное. У нас 3 оппозиционных канала и ведущие, я имею в виду, и 3 главных канала, которые Ну, то есть, в принципе, вот в медиа как-то свобода есть еще. Пока что. Но Ну, что это сейчас последний делает? оплот, скажем так, который То есть можно там использовать. более-менее
ситуация пристойная. То есть, нет, мне рассказывали, что билборды не дают вешать там. Не дают. Вот такое, да. Смотрите, за всеми генеральными директорами независимой медиа первое то, что за ними следят, слушают и так далее, но на всех сейчас идет судебный процесс. На всех. Абсолютно. На всех открыли уголовные дела. Да. Если мы не переломаем вот этот период, который сейчас решающий, то их абсолютно всех арестуют. Потому что он идет по инструкции Путина. Когда пришел Иванишвили, кто для него там враг? Бизнес, у которого много денег, естественно, его надо под рэкет и управлять. Церковь. И никогда церковь столько так не страдала, как во время Иванишвили. Слушали абсолютно всех, начиная от бабушки, которая продает свечи, заканчивая патриархом. А чем так страшна церковь грузинская? Грузинская церковь, У нее она огромное очень влияние. И оно не проправительственное, это влияние. 50 на 50, можно сказать. Но ту часть, которая, скажем так, не подконтрольна им, они не попытались, а ее дискредитировали. То есть в каком-то этапе просто людей ввели в неправильное русло, чем занимается патриархат. Ну вот у нас, например, в Украине, ты же знаешь, Мамука, ситуация, есть украинская церковь, там есть украинская греко-католическая церковь, да, понятно, что католики есть немного, есть, но есть вот эта РПЦ, которая фактически является... У вас же церковь одна, насколько я понимаю. Да, одна, но есть там пророссийски настроенные, скажем так, очень тесно связанные с московским патриархатом митрополиты, и есть антироссийски настроенные. Более такая сознательная часть, которая понимает, что Россия оккупировала Грузию. Россия пыталась аннулировать аутокефалию Грузии в свое время. Да? Да, конечно. Вот. И вот эта сознательная часть как раз и была дискредитирована. А патриарх не лезет в эти дела? Патриарх, у него сейчас проблемы со здоровьем, и ему довольно сложно сделать даже какое-то заявление. Но просто я знаю, что действительно в Грузии церковь имеет авторитет, и она одна фактически имеет больший авторитет суммарно, чем любая церковь в Украине. Вот. Кто еще, что является авторитетом для грузинского народа? Сознательной части его, скажем так. Не которым все равно. Церковь у нас одна из самых влиятельных институтов. Естественно, надо было как-то дискредитировать эту церковь. Туда, естественно, внедрили российских агентов. И сегодня мы видим открыто пророссийский нарратив, который идет из уст вот этих вот людей. Потому что для них у нас только Россия, которая спасет Грузию, мы братья по вере. Какие братья? Как спасет? А кто оккупировал территории? Азербайджан, что ли? Об этом все замалчивают. Сегодня вообще нет риторики в Грузии того, что Грузия оккупирована. Правительство абсолютно об этом не говорит. Мы, находящиеся за границами Грузии, постоянно пытаемся напомнить при любом случае России, при моих встречах, скажем, в Вашингтоне, я постоянно напоминал, что Грузия, 20% Грузии оккупирована Россией. Понимаете? Знаешь, в самой стране этого не происходит. Вообще, Мамука это уже Чечню какую-то напоминает, вот честно, как-то да, это полная когда чушь, марионеточные политики управляют территорией, которые Россия контролирует и финансово, и по-всякому. Недавно была статья, был министр обороны, глава Пентагона в Грузии. Он же приезжал все-таки в Грузию? Он приезжал, он, наверное, единственный, кто сделал заявление, что чем начинать говорить о каких-либо форматах, он сказал в Грузии это. Притом правительство об этом молчит. Чем начинать о чем-то говорить, о каких-либо форматах, пускай Россия выполняет те обязательства, которые она брала. То есть в Грузии как будто забыли, что мы сегодня оккупированы. Америка помнит, да. А ваши политики молчат при этом. Да? То есть американец говорит, они молчат. Вся пресса писала и говорила как раз об этом, что первый, кто сказал в Грузии из политиков, что Грузия оккупирована, это был американец. За долгие годы. Да, за долгие 9 лет. Никто не знает фамилию вашего президента, кто он. И мы не знаем. Это малозначимо. Человек настолько, в принципе, не появляющийся и не влияющий ни на что на международной арене она вообще не видна. Это женщина, кстати. Да. Это женщина, которая абсолютно нигде не видна, не принимает никаких решений, и она просто посажена вот этим прорусским правительством. А у вас произошла в свое время такая конституционная революция.
законодательная, да? Потому что с Саакашвили была очень сильная президентская власть была, да? А потом кто изменил сторону парламента? Уже Иванишвили, когда пришел к власти? Начинал Саакашвили, закончил Да. Иванишвили. Ага. И для чего это было сделано? Чтобы поменять Якобы структуру. распределить, скажем так. А на самом деле, чтобы иметь возможность бесконечно править через марионеток, так что ли? Одним из вариантов можно это рассмотреть. Там же уже, у вас же были выборы уже, у вас менялись правительства, менялся состав парламента, но как Иванишвили де-факто управляет страной, так и управляет, да? Да. И как строй этот называется? Как вы назовете политический Парламентская строй? республика. Не, ну по-честному. А Управляемая демократия, по-честному? суверенная демократия, как суеверная. Ну, там, я не думаю, знаю, что как. мы уже можем очень конкретно назвать это началом диктатуры. Но вообще меня поразило, но когда буквально там месяца 2 назад я прочитал опрос по Грузии. Ну, кое-что все-таки у нас было и до, с того, как Саакашвили там, вот это все болото политическое Да. взмутил, что 37%, по-моему, опрошенных в Грузии считают, что в их стране нет демократии. Я Больше. уже даже больше, да. И я просто не представляю, но украинцы могут ругать свою власть как угодно, но мы точно знаем, что выборы у нас прошли честно, и что в стране демократия все-таки есть, при всех издержках, криках про диктатуру и все такое прочее. Ну, как вы скажете? В Грузии этого нет. Это огромная разница с Украиной сейчас. Да, огромная. На данном этапе, я не знаю, мы дошли сейчас, вот, своей деградацией дошли до уровня, когда страной правил Янукович. То есть Грузия на этапе от революции, которая вот-вот должна произойти. Я прошу, я не знал, прошу прощения, не знал, ты при Януковиче тут жил? Я прошу прощения, что? При Януковиче ты тут жил? При Януковиче? Да. А то есть все на глазах происходило у тебя здесь? Янукович? Не, при Януковиче меня самом не было, но мы делали заявление, но мы приехали в 2014. Мы, конечно же, хотели зайти и поддержать Майдан и так далее, но нас не упустили. Ну, конечно же, нас не упустили бы, естественно. Потому что я представлял тогда спортивную организацию, Национальную федерацию в Грузии. Я почему спросил, потому что много грузин же и тут жили и в Да, это время. я просто не был в этот момент, я приехал в апреле 2014. Вот. И ну, то, что происходило, точные параллели, то, что сейчас происходит в Грузии. То есть мы открыто уже склонились к прорусскому руслу, и в стране уже авторитарное правление. Чем дальше по этому пути страна уходит, тем больше вероятность кровопролития. Мне так кажется. Безусловно. Первое. Да. Второе — внешнего вмешательства. Они же ждут, как стервятники, когда что-то случится. И где гарантия? Вот давайте просто вдруг, мысль такая в голову пришла, вот вдруг, допустим, сейчас вам виднее, конечно, и я прошу вас рассказать, чтобы вы видите, какие варианты. Но происходит условно Майдан, уже без крови вряд ли это совсем возможно, да? Но в любой форме происходит Майдан. И русский, и кто-то зовет дядю Вову, там, приди, Ну, спаси. это один из вариантов, вполне возможных, сценариев, который можно проиграть в Грузии сегодня. Исходя из концентрации спецслужб в Грузии, которых уже стало известно и медийно, несколько человек, вот недавно показали люди, которые служат сейчас в ФСБ, они находятся в Грузии. То есть они занимаются тем, что концентрируют деньги ФСБ в Грузии, российские деньги в Но Грузии. армия-то вообще российская стоит буквально в десятках километрах там, от столицы. И... Да, то есть там, во-первых, очень близко вот эта линия разграничения наша, и опасность того, что наше правительство, грузинское правительство сегодня будет использовать российскую армию, тоже вероятность очень То большая. есть могут попросить Путин приди Конечно. или нет? Ну, я не думаю, что им нужно сильно просить, но что делаем мы, политики, на этом фоне? Мы стараемся максимально в рамках Конституции защитить свои права и права людей, которые голосуют. Потому что мы понимаем, что любое кровопролитие, любая дестабилизация, она на руку только России. Конечно. И сейчас у нас очень тяжелая позиция, потому что мы стараемся пройти по линии, которая очень шаткая. Мы максимально делаем все, чтобы не было никакого напряжения, не было никаких революций, не было никаких переворотов. Но, опять же, грузинская власть все сделает для того, чтобы спровоцировать какое-то напряжение, Там могут какой-то русские конфликт. спецслужбы, если вот, как Магука говорит, там их полно, они могут устроить взрыв во время демонстрации. Они Безусловно. могут что угодно. Им своих-то не жалко взрывать было, а взрывать грузин так вообще.
Ну, знаете, вот самую большую опасность, которую я увидел за эти 9 лет, это было вчерашнее заявление премьер-министра, которое открыто, скажем так, это было впервые за все эти 9 лет их правления. То есть входить в конфронтацию с европарламентариями и людьми, которые лоббируют интересы Грузии. Все эти годы причем. Да, Путь в все эти НАТО, в годы. ЕС там, и так далее. Да, то есть он агрессивно отозвался, что это абсолютно не их дело, они не имеют права вмешиваться в дела в Грузии, пускай смотрят, ну, очень примитивно для политика, во-первых, сказано, потому что политик до такого уровня доходить не должен. Я заметил вот эти нотки русского, хотя это было сказано на грузинском, понимаете, я заметил нотки вот той ангажированности русской, которая характеризует оккупацию. Мгм. Это было сказано вот с уст русского человека, скажем так. Насколько крововероятен сценарий Майдана, во-первых, во-вторых, кровавого варианта? Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Я понимаю, но Я так вам, реально. как военный, скажу. Может быть, вам неудобно, но может быть, тебе удобно. Я сказать. думаю, очень большая вероятность сейчас того, что может произойти такое, что происходило на Майдане. И я уверен в том, что грузинские власти сегодня не будут сторониться использовать оружие или Вот, я любую про что. То есть провокацию. решимость бить демонстрантов. Огромная решимость и бить, они это уже продемонстрировали год назад. Вот пострадало несколько молодых людей, у И когда которых журналистов выкололи убили. глаза. Да, и журналиста Это убили. было этим летом. Мгм. То есть вероятность того, что будет использована неадекватная сила, очень большая. Ну, устрашающая сила Да. такая, что вот мы вроде как по закону действуем, вроде как надо зачистить площадь. Никто же тут не разрешал типа собираться, да? Ну, вот, но при этом сделать так, чтобы это было показательно жестоко, как вот Янукович студенты, понятно, да. А какая может быть реакция на это? Что? Реакция на это у народа всегда одна. То есть они всегда этому противостоят, и это очень опасно. Это очень опасная тенденция вообще для Грузии, потому что у нас всегда это заканчивалось очень плохо. И победой народа. Мгм. Но Но при этом с большими, конечно же, жертвами. А вам не кажется вообще, вот знаете, я вспоминаю вообще историю Грузии. Мало, конечно, знаю по сравнению с вами, но я имел в своей жизни шанс взять интервью однажды у Звяды Гамсахурди, когда он бежал уже в Грозный. И я с ним договорился про интервью, он был маленький, глупый журналист, и я просто уехал и подумал, ну, я с Дудаевым сделал интервью, а с ним уже отставной президент, все. Я не думал, что так все дальше будет, что он станет такой трагической фигурой, все дальше Грузия пойдет все вот так, до Саакашвили. Но вот тот момент, когда в 1989 году Горбачев отдал приказ, давайте прямо говорить, Нобелевский лауреат отдал приказ поубивать грузин. Да. Да. Да? Вот это повлияло на дальнейшую политическую культуру, на возможность, потому что вот все-таки в Украине такое было вот только в 2014 году, да, в 2013-2014. А у вас как? Как у вас, насколько вероятно, ну, во-первых, насколько вот эта грань, чувствительность к смерти, чувствительность к крови в обществе, что возможно вот в таких условиях? Это и было каталистом всех тех событий, которые произошли после. Когда поубивали людей в 1989 году на площади Руставели, это был тот самый момент, когда Грузия уже окончательно отказалась быть частью Советского Союза, и мы одни из первых объявили независимость. Да, кстати, да. Вот. Естественно, любое кровопролитие у нас очень больно воспринимается, у нас эта травма осталась, потому что это же не сейчас. Мы 200 лет боремся против Российской империи, это же не новое. Методы остаются те же самые. И я думаю, что и сейчас любое кровопролитие может обернуться очень тяжело. Мы один раз сделали эту ошибку, и мы попали в эту ловушку, которую нам выставила Российская империя. И мы начали гражданскую войну. Мы больше этого не должны делать никогда. История нам больше это не простит. Это вы годы имеете в виду 90-е. Шеварднадзе? До Шеварднадзе. До Шеварднадзе. Китование, такие фамилии, помню, уже все забыли. Вот, а Китование совсем недавно был в тюрьме, то есть в Руставе, перед тюрьмой Мишей, и выступал вместе с этими организаторами против... Так он в политике, Китование? Нет, он живет в России, но приехал специально Серьезно? для того, чтобы раскритиковать Мишу
в Серьезно? тюрьме. Так Да. Кетовань, это человек, оказывается, был пророссийский еще тогда? Да, да, ну, конечно. А там еще как кто-то был, Иосилиани был. Иосельяни, Сигуа, Вовсе кто вспоминаю, еще да. там был? Ну да. Вообще как из другой жизни. И надо же, такие персоны возвращаются тоже в Грузию. Да, возвращаются, ну, как раз при вот в этом правительстве. Это никого не удивляет, но дело в том, что такие люди всегда сулят что-то плохое, понимаете? И как раз мы на пике напряженности, и началась концентрация этих людей в Грузии. Ну, мне тоже сказали, человек, который был в Грузии, сказал, что его поразило уровень агрессии, Мгм. который, конечно же, 100% провоцирует власть, потому что за любую агрессию в обществе отвечает власть. Тут не надо ничего говорить. И когда, знаете, когда я помню в России еще говорили, надо всем сбавить обороты, там, или в Украине надо всем, типа, и власти, и оппозиции, минуточку. Сила в чьих руках? Да. Аппарат насилия в чьих руках? Тюрьмы в чьих руках? Если власть не снижает накала, то от общества не ждите ничего другого. И вот это, на самом деле, Это адекватная реакция общества, да. Не, ну, то, что произошло, вот вы упомянули журналиста, которого убили, я была там, я успела познакомиться с этим журналистом. Потому До что того, как его убили. До того, Понятно. как его... Ну, и он умер через 3 дня от излияния крови в мозг. Но я его нашла на лестнице здания за парламентом. Тетушки вы убили? Ну да, Тетушки. да. Ну да, те, так скажем так, пророссийские организации, ячейки, которые созданы. А это кто? Это бывшие спортсмены, это бандиты? Это люди, это которые, кто? во-первых, никак не связаны с патриотизмом к Грузии. Это обычные люди, которых практически покупают. Похожи на Киеву, на нашу? Нет, они похожи, да, на Киеву они очень похожи. Вот типаж точно один в один. И похожи вот более на таких русских людей в грузинской одежде. Не Как физически, это? но Как вот это? Ментально? да, ментально они вот меня это очень раздражает. Слово «быдло», наверное, можно Да, употребить. вот Быдло. по-русски так оно и называется. А В Грузии это- у нас нету просто такого слова. А это правда, что вот все-таки более образованная часть, она за вашу партию, чем меньше образования, тем больше бедность, тем больше за вот эту руку дающую, которая обещает всем все там. Очень много людей, которые все еще не решили, что moderate, как мы их называем. Неопределенно, не определившиеся. Не определившиеся, потому что за последние 8 лет что происходило? Это пропаганда против правительства Саакашвили, против того, что он создал, она была очень сильной. За 8 лет у нас выросло население, которое сегодня фактически электорат. Они только то и помнят, что, оказывается, Саакашвили был вот таким кровавым, жестоким диктатором. То есть это тоже работа, пропаганда такая, естественно. да. Мгм. Но у нас же тоже, я же не фанат там Порошенко, допустим, я знаю миллион его ошибок, но то, каким его выставили в глазах населения, добившись этого вот, такого страшного антирейтинга, но уж он не такой точно монстр, Да. каким его рисовали медиа перед выборами, например. В том числе и российские. То же самое, что сделало грузинское правительство за эти 8 лет. Они никакой позитивной адженды не предлагали. Ничего. Что они будут делать, что они будут строить, откуда будут приходить инвестиции, что будем делать с образованием, что будем делать со здравоохранением. Нет. Вся программа была построена на том, что вернется монстр Саакашвили и опять начнется вот то кровопролитие, которое было во время его правления. И главная идея всей этой власти, чтобы и вас тут не было вот этого движения, его самого. И так далее. Вчера мэр города, нынешний, который сейчас еще раз баллотируется, сказал, что вся его программа будет построена на том, чтобы закончить национальное движение, нас. Мэр Тбилиси? Мэр Тбилиси. 500 тысяч человек, наш То есть электорат. постоянно риторика построена на деструкции. То есть они не предлагают ничего Поиск нового, врага. никаких программ, они просто единственное направление, что они должны разделаться с Саакашвили и с той политикой, которая была. Хотя за 9 лет этой политики больше не существует, и мы увидели четко, что Но Грузия... Саакашвили по-прежнему во всем виноват. Да, и сегодня точно такая риторика. Ну, смешно, но сегодня такая же риторика, что во всем виноват Саакашвили. Да, где-то Понятно. это слышал, в какой-то стране тоже. Да, ну, в принципе, это уже смешно, но, понимаете, это уже Но судьба это страны, понимаете. работает, наверное, на такое население, которое ждет подарков в Новый год. Вот мне просто первые выборы, когда были в Иванишвили, это последнее, что я знаю про выборы в Саакартвело, что там бабушки не закрывали двери, ждали, что им денежки принесут, потому что бензина обещал. И не только денежки. Сейчас намного дешевле это все обходится, потому что обедневших людей можно купить килограммом картошки и лука.
Мгм. И они ходили голосовать за килограмм картошки и Даже за лука. такой степень. Да, Это имеется в виду село, там, ну, такое. дорогие регионы. Насколько Грузия разделена? У нас вот в Украине, к сожалению, так получилось из-за геноцидов, из-за переселения народов, Да. депортации и так далее. Юг и Восток более русифицированный, как всегда был. Это выравнивается, конечно, но не так быстро, да? Запад, центр другое. А что в Нет, Сакраменто? В Грузии у нас не было такого, потому что у нас первое, что не было там очень сильно русского населения. Там был какой-то Да, процент. там, я потому, конечно, все по-другому, я понимаю. Да, у вас русский фактор не играет. У вас даже может быть прорусских, армянский, где-то играет и да, азербайджанский азербайджанский. регионально, да? Вот, Вот этого у нас как раз не было. Но опять же, на чем сыграла российская власть? На этнических группах. мгм. Естественно, они стараются вот эти этнические группы периодически как-то направлять. Этнические группы или имеется в виду азербайджанцы и армяне или этнические группы внутри грузинского Внутри грузинского народа? общества. Внутри грузинского общества. То есть это вот менгрелы, сваны. Стараются. И во время Да. и было это и в начале 90-х, опять же, грузинского и там да, сыграли карту мигрелов, потом сыграли абхазов, потом сыграли с осетинами. И вот так они стараются внутри дестабилизовать ситуацию. Внутренними же факторами. Естественно, снаружи тоже есть опасность, но они стараются вот эту дестабилизацию, опять же, изнутри организовывать. Вот. И что сейчас, ну, какие варианты, что может произойти? 30-го выборы. У нас несколько городов, где мы лидируем. Что они сделали в Зугдиде, например, когда отец Ники Мелия, который нынешний лидер национального движения нашей партии, он баллотируется в мэры в Зугдиде. И в Зугдиде он выиграл 47 против 42%. Первый тур. Что сделали? Через неделю закрыли все центры, где пересчитывают голоса, и переписали. И сейчас у нас опять все наоборот. Сейчас оказалось, что человек, который из грузинской мечты, он лидирует. Там были большие митинги и так далее, но мы, естественно, ожидаем, что будет большая напряженность. Они не отдадут, естественно, так. Опять же, в Кутаиси у нас Хатия Деканоидзе, которую вы знаете, она тоже говорит. Хатия тоже, она тоже лидирует, но там делают то же самое. А где она баллотируется? Прослушал. В Кутаиси. В Кутаиси она тоже на мэра имеет? На мэры, да. Вот. И я думаю, что борьба будет очень тяжелой. Очень тяжелой. Но фактор того, что сам фактор Миши, когда он появился перед выборами в Грузии, это нам добавило 10% электората. Это по соцопросам видно, да? Да. Это нам добавило 10% полностью оппозиции. Естественно, и вторая сторона тоже начала мобилизоваться, но мы получили довольно большой результат. А есть вариант объединения оппозиции? У вас же тоже мелкие партии есть. Вы знаете, опять же, вопрос... Мы самая большая оппозиционная партия. Есть маленькие партии, которые где-то между 0,6% они получили, и максимум до 5%, и то редко. Вот такие партии, остальные партии вот в таком рейтинге. И эти партии, вот вчера буквально они объединились вокруг Ники Мелия, 4 партии, которые представили теневое правительство в том случае, если вот, Ника про теневое Мелия... правительство хотел спросить. Есть такой вариант, что да, оппозиция объединится, но опять же вопрос Саакашвили. Потому что большинство вот из этих оппозиционных партий, они не приветствуют Саакашвили. Они хотят, если не Саакашвили, то мы бы еще как-то согласны. А если Саакашвили, то они вокруг Мели объединились, но вот когда был митинг против заключения Саакашвили, то эти партии не вышли. Ждут, когда за ними придут. Это знаете, как в анекдоте. Ну да. Пришли за этими, но я же не этот, да. На мой взгляд, это псевдооппозиционные партии, которые созданы Контролируются правительством. Ну, посмотрим, что сейчас произойдет. Довольно интересный период, довольно напряженный. Я не думаю, что... Ну, плюс вы знаете, что за нами, за всеми следят. Весь ресурс intelligence, спецслужб, он уходит на то, чтобы следить за оппозицией, снимать все, что мы делаем, слушать нас. И буквально месяц назад 50 тысяч файлов выплыло. Журналисты получили эти файлы, где оказалось, что у нас тотальное прослушивание. Тотальное прослушивание. Слушают абсолютно всех. Это уже мне Крым напоминает. И даже дипломатов. Это был закрытый, скандал, но да. очень серьезный дипломатический скандал. Слушали посла Америки, слушали посла Евросоюза. Нас, естественно, и слушают, и снимают везде. Весь ресурс
уходит на то, чтобы следить за оппозицией, за церковью и за медией. Последний вопрос. Наш долгий разговор, к сожалению, подходит к концу. Мне Да. очень интересно. Я бы хотел про Грузию долго говорить, но, может быть, будем вас вводить в прямой эфир там из Тбилиси. Если вы Пожалуйста. будете включаться, будем очень рады. Да? Насколько лояльна армия и полиция, и что будет, если? Вариант опять условный, там, майдановский будет. Вот, например, Янукович не смог поднять армию тогда. Да? И полицию не всю далеко смог. Ну, пускай Нона ответит, я скажу свою мысль. Ну, смотрите, мы будем делать все, чтобы не было Майдана. Потому что... Ну, это же тоже такая белорусская риторика. Вы же не сможете специально этого сделать, чтобы его не было. Вы же не скажете людям, уходите, если они придут. Да. Мы должны сделать максимально все, чтобы не произошло столкновений между разными... Согласен, но и политическими белорусский группами. вариант вас тоже, наверное, не устраивает. Когда все расходятся по домам, а потом воронки за ними ездят. Вы же говорите, что приедут за всеми. Да. Но на тему лояльности армия, она всегда лояльна народу. То есть она не Армия будет никогда участвовать, вы не уверены? была лояльна власти, особенно власти, которая ведет пророссийскую политику. Я не могу гарантировать, что сейчас армия конкретно будет на какой-то стороне, но я думаю, что армия никогда исторически не выходила против То народа. есть за армию вы спокойны, она не выйдет. Против Не точно думаю. не выйдет. И Нет. может быть даже выйти за, если что случится. Армия должна оставаться нейтральной. Это понятно. Но вы политик, да. А теперь, как в наши старые добрые уходящие времена, последнее слово дадим мужчине. Мамука. Ну, исторически армия никогда не вмешивалась в такое, и я уверен, что армия всегда будет стоять с народом, потому что традиционно в Грузии так и происходит и происходило. И люди, которые ощутили на себе и российскую агрессию, вряд ли захотят стать рядом с нынешним В правительством. принципе, да, армия у нас такая институция, которая доверяет, потому что люди воевали, они врага знают в лицо. А насчет Конечно. полиции вы не уверены. Не уверен. Вот такие дела. Да. Но нам, украинцам, не привыкать к политическим катаклизмам, конечно, но даже нам то, что происходит в Грузии сейчас, оно, с одной стороны, печально, то, что дошло до этого, потому что не должно было, конечно, дойти. И вот когда говорят про зраду, про предательство, про вот это все происходит шаг за шагом. Это не происходит в один день. Не выходит кто-то и не говорит, я за Путина там, или Путин в виде войска. Это шаг туда, а потом раз, и получается, что никаких выходов нет, кроме страшных сценариев, которых я не желаю Грузии, конечно. И я желаю, чтобы все-таки на выборах решался вопрос о власти в вашей стране, как он решился тогда, когда, к сожалению, власть-то была передана демократическим путем, но перешла она в руки тех, кто не планировал продолжать эту традицию, как мы выясняем, демократическую. Я очень благодарен вам, Нона. Спасибо. И Мамука вообще наш брат. Спасибо. Вот, с вами мы только познакомились, очень приятно. Приезжайте, будем всегда рады видеть вас в гостях. Спасибо. Вот. И слава Грузии, свобода вашей стране. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что все будет хорошо, и наши страны продолжат продемократический, прозападный путь. Вот такие дела в Грузии. Следим, потому что это важно и для нас, потому что Грузия — это и наше зеркало тоже, и никогда нельзя замыкаться в себе, потому что история повторяется не только в разных временах, но и в разных местах. Всего доброго, смотрите АТР, поддерживайте наш канал с помощью Патреона.